Представь себе, конец 70-х, Советский Союз, в стране дефицит, очереди, талоны. Но в каждом крупном городе есть люди, которых тихо называют черные кассиры. Кто они? Это не бандиты и не мафиози, чаще всего обычные бухгалтеры или заведующие складами. Днем они считали рубли и выдавали зарплаты, а ночью проводили тайные сделки с валютой, золотом и дефицитными товарами. Все началось тогда, когда в СССР запретили хранить доллары, и даже за несколько купюр можно было сесть в тюрьму. Но экономика требовала ходы в обход системы. Черные кассиры обменивали зарплаты заводов, давали взятки, покупали валюту для командировок за границу и брали за это процент. Именно так в СССР родился настоящий теневой банк, о котором официально никто не говорил, но которым пользовались даже те, кто потом громче всех его осуждал. И вот за одного такого кассира в 1979 году взялись органы. Когда вскрыли схему, оказалось, что через его руки прошло больше денег, чем через целый районный банк.